Мы на маршала Жукова 2. За мной торгово-офисное здание, которое является одним из моих объектов. Здание выполнено в стиле лофт. Архитектурной доминантой тут является кубическая форма, наклоненная на 7 градусов по осям X и Z. Кирпичи имитируются фиброцементными плитами. Сложности здесь не такая большая площадь участка. Были ограничения в виде сервитутов, охранной зоны, линии электропередач. И сложность все это донести заказчику, и согласовать это с его видением. Я родился здесь, в Симферополе, вырос с бабушкой, с дедушкой в селе Долинное, а заканчивал уже школу в Бахчисарае. С детства мне хорошо давалась математика, и поэтому я себя видел в точных науках, либо в экономической сфере. И вплоть до 11 класса я готовился развиваться в этом направлении. И буквально за месяц до поступления у меня произошла такая переоценка ценностей. Я задумался, чем мне больше нравится заниматься, нежели что у меня получается. И пришел к выводу, что раз я с детства собирал конструкторы, пытался создавать какую-то атмосферу в том же селе, с ребятами, пришел к выводу, что мне интересна архитектура, но обучение шло очень сложно, много бессонных ночей, сложные сессии, и поэтому первые несколько лет я жалел, потом ситуация выровнялась, а уже примерно к последнему курсу, к дипломной работе я уже, в принципе, обладал нужными навыками, чтобы уметь изобразить на бумаге свои мысли и идеи. Я в какой-то момент полностью сконцентрировался на архитектуре, пошел ва-банк, и вот на сегодняшний день единственный набор компетенций и умений, которые у меня есть, они в этой сфере. Архитектура — это моя жизнь. Самое сложное, наверное, не повториться, наткнуться на какую-то новую идею, перебрать десятки, иногда сотни вариантов и найти тот, который будет удовлетворять твои запросы и видение заказчика. Есть принцип не копировать чужие работы, к каждому объекту относиться индивидуально, начинать его с нуля. Предыдущие какие-то проторенные дорожки и концепции, алгоритмы не задействовать, начинать с чистого листа и стараться придумать и привнести что-то новое. В первую очередь нужно владеть навыком коммуникации, потому что наша работа в первую очередь состоит, чтобы наладить коммуникацию между видением заказчика, действующими региональными нормами, ситуацией на рынке материалов и собственным каким-то эстетическим видением. Ну, как второстепенный, конечно, творческое мышление, оригинальность идей, креативный ум. То есть все это в комплексе и помогает наладить коммуникацию и донести свою мысль до заказчика. Насколько бы ни был крутой дизайн, я считаю, что жизнь — это движение. Стагнацию могут позволить себе только памятники культурного наследия архитектуры, а живой бизнес-план не может себе позволить быть памятником. Поэтому нужно периодически делать перепланировки, ребрендинг, просто элементарной детализации, вносить какие-то новые штрихи и вдыхать новую жизнь в объект. Потому что жизнь не стоит на месте. Задача архитектора — это уметь создавать среду, при этом гармонируя с природой. Для этого не секрет, что нужно использовать натуральные материалы, нужно давать отсылки к аутентичным традициям, населению, культуре архитектурной. Не каждый заказчик готов разрастать свой бюджет до этого уровня, не каждый понимает эту значимость. Изначально выбирали для поселений места, которые с военной точки зрения были легко обстреливаемые, то есть, как правило, в ущельях, в балках, но при этом, что касается климата и архитектурно-композитного ансамбля, они потрясающе выглядели, они все были в одном стиле, в том числе и потому, что тогда не было такого изобилия материалов и цветов. Но при этом композиция всегда была с творческим подходом, и заметно и бросается в глаза, что экстерьер и как это выглядело ставилось в первую очередь, а функционал уже во вторую.
Такие элементы, как черепица-татарка, да, это желтая черепица византийского типа. Вылеты кровли были очень широкие. Это позволяло затенять окна, позволяло защищать стены здания от дождя. И при этом они отделывались интересными резными деревянными элементами, да, что являлось искусством на тот момент. Также широкие галереи. Второй этаж, как правило, консольно выступал над первым, что было интересно с позиции формы. Все это на сегодняшний день даже не каждый может себе позволить и не каждый понимает. И часто приходится объяснять и доносить это до заказчиков. А люди в то время, видимо, обладали высокими эстетическими чувствами и понимали в этом толк. Очень значимый объект — это Ханский дворец. Это предмет исторического наследия, аутентичной архитектуры. А помимо этого есть много маленьких домиков, которые дошли до нас. Нужно анализировать, нужно это все детализировать, делать зарисовки, проводить анализ, применять это в синтезе с современными тенденциями планировки и материалов. Сейчас традиционная архитектура востребована, потому что она придает уют, но вдыхает какую-то душу, идею, атмосферу в помещение. Но при этом некоторые материалы и элементы, они уже некоторые не актуальны. Научно-технический прогресс тоже не стоит на месте. И поэтому основной сложностью является синтезировать традиционные детали и современные тенденции веяния к минимализму, к свободе пространства, к освещению, к остеклению. То есть синтез между современными материалами, трендами в планировке и этническими элементами, артефактами, можно сказать. Соблюдение правильного баланса, да, вот и является основной задачей на сегодняшний день в этой стилистике.